В 1969 году археологи Казахстана сделали находку, которая изменила представление о нашей истории. В кургане Иссык был найден золотой человек, древний воин, ставший символом величия сакской культуры. Золотой человек – это воин или правитель, похороненный около V века до нашей эры. Он был облачен в более чем 4000 золотых украшений, которые олицетворяли его статус, власть и связь с небесами. Его высокий остроконечный шлем украшен фигурами крылатых зверей, символизирующих защиту и силу. Но кто он был? Принц, правитель или священный воин? Тайна его личности до сих пор будоражит умы ученых. Найденный в кургане вместе с оружием и сосудами, золотой человек указывает на развитую цивилизацию, которая существовала задолго до основания современных государств. Его доспехи не просто украшения, а целая философия. Символы животных на его одежде отражают сакскую веру в связь человека с природой и космосом. Погребение содержало не только самого золотого человека, но и уникальный сосуд с надписью, которую до сих пор не удалось полностью расшифровать. Эти находки показывают высокий уровень искусства и ремесла того времени. Сегодня золотой человек стал символом независимости Казахстана. Его образ можно увидеть на монументах, банкнотах и в музеях. Он напоминает нам о великой истории наших предков и их наследии, которое живет в каждом из нас. Золотой человек – это больше, чем археологическая находка. Это символ нашей древности, связи с природой и великой историей. Какие еще тайны хранят казахские степи? Это лишь начало нашего пути к пониманию прошлого. Золотой человек хранится в Национальном музее Республики Казахстан в Астане, Нур-Султане. Там его реконструкция и оригинальные артефакты являются частью постоянной экспозиции. Оригинал его золотых доспехов и украшений обычно не демонстрируется на публике, так как он требует особых условий хранения для сохранности. Вместо этого в музее выставляется точная реконструкция, созданная на основе находок, которые были тщательно изучены археологами и реставраторами. Кроме того, реконструкция золотого человека путешествовала по миру в рамках международной выставки «Процессия золотого человека по музеям мира». Его показывали в таких странах, как Россия, Китай, Южная Корея, Италия, Турция и другие. Это усилило интерес к истории Казахстана за границей.